Маленько-то осталось, блин. Волчок-одиночка. Волк-одиночка. С каких краев? Зачем, почем? Проходил, да? Недавно. Эти дни-то хорошая пороша шла. Недавно ходил. Неделю, может, назад, да? Да, хорошо, что снегу не сильно много, как в прошлом году. В прошлом году тут пустую ехать пришлось бы. На город мы это не затащим. Груза-то много. Более 200, наверное, килограмм. Что-то. Так что это... Кабанишек не очень много. Вот так местами. 1-2 так вот. Следов на 3-5 километров. Так вот. Мало тут заболеет. О, завтра тоже долбанет, а. Как вчера. Вчера-то вообще тепло было вечером. Под 20 только. Потом на 20 может было. Вот с утра-то давануло. А ну да, как машину угонял, было, сказали это. Сколько? 42? 42 где-то. Все ближе и ближе родные пенаты. Аж привет. Денек-то отдохну, наверное. Хорошо. Хорошо едет. Не считай мелких, да? Рамиль, колесо. Бывает. Что теперь? Вот заяц кругом все избег. Значит, тут соболи нет. Был бы соболь, вот бы так не разбился. Так. Все хорошо стоит. Ну вот как оставил, так все стоит. Эти-то под себя-то сушиться. Эй, как его, греться поставил. Вместе с пушкой согреет, что на холодном стоит. Ё-моё. Все вот как оставил, так и стоит. Даже окна целые. Обычно окна бывают пробитые. Нормально все. Это бывало-то яма посреди избушки на полу, печка вывернута, крыша проломлена. Такое вот бывало. Здесь хорошо прибираться надо, ничего такого не оставлять, представляющего интерес для голодного весеннего медведя. Это в это время не разбирается чужой. Ладно, работа не отдохнула. Поздравьте, я дома. Так, 40 с лишним пробить. Так далее, так далее. Перевал, говорят, это в перевале понападало по-любому. Ничего, что-то год был такой падающих деревьев. Вот падающих деревьев. Ладно, работать надо. Я дома. И сколько-то времени еще буду здесь. Ну, мороз будет, да, хорошо. Хороший мороз будет. Утро. Так, мясо кусочек свариться поставил. Кипит уже. Надо на Далкан съездить, а? Муки до лапши привезти, да? Я ну все привезу, тут разберу. Все нормально. Избушку протопил. Еще до завтра будет холодновато. Но ничего. Печка хорошая. Вытянет. Прогреет.
Все хорошо. Оставалось, так и стоит. Так, что-то кашель мучает. Горло что-то попаливает. Надо будет запарить. Мыла-то много оставалось. Всякого разного. Каждым заездом покупал за Васику. Всю силь. Мыши. Им сильно кормиться нечем. Там по углам покопаешь, наверное, насрали. И посуду надо будет, ага, да? Хоть прополоснуть. Хотя там не сильно наказано. Все равно. Мало ли что. Нормально. Хорошо даже. Вчера что-то поклевал. Сегодня с утра лапшу запарил. Сейчас. Что именно надо. Хороший суп будет. Вот мясо поставим. Но мороз не очень. Бывало холоднее, да? Ну, что-то додавило, ага, вечером. Сейчас а, 30. Утра чуть больше 30 было. Вечером все. Закопал снегом, чтоб теплее было. Сани надо на ребро поставить. Да, гаража затопить. Но прогревался хорошо, смотри. Пускал. Тепло. Соединило. Вот лед натаскал вчера вечером. Хорошо, фонарики есть. Налобные. Найду чем заняться тут. Здесь тут работы бывает много. Да, десяток-то сегодня протопчу. Больше даже. Так и буду добавлять. Один рейсом опять добавлю. Так, перевал, говорят, завален. Снега не сильно много относительно прошлого года. Почти 2 раза меньше это время, да? Значит, те, которые перескакивал в прошлом году, через них переезжал, где-то уже пилить придется. Много пилить надо будет. Но ничего, справимся. Так, ну мясо отварил. Сейчас болтушку сделаю побыстрее. Там где-то вермишель должна быть. Но лучше болтушку сделаю. Эта лапша уже надоела. Эта лапша уже надоела. Болтушку сделаю. А что она болтушка-то? Это. Живот урчит от этого болтушка, может быть. Вот. Где-то. Вот на такой объем. Бульон-то получился хороший. На такой объем. Это вот 3 столовых ложки. Должно быть нормально. Водичка. Налил туда. Маленько остудил. Сейчас крышку закрываю. И сбалтываем. Так быстрее, чем сидеть ложкой размешивать получается. Ну вот. Без комочка, без ничего. Хорошо получилось. Сейчас суп закипит. Его заброшу. Парочку
лаврового листа нашел и укропа. У меня тут с прошлого года остался укроп. Сами сушили свой укроп. В духовке сушила супруга. Вот ее и закинул. И все. Вот ты чуть не потеря, блин. Этого как его. И провод для зарядки телефона в машине оставил. Я ж ей приготовил карман засунуть. И чик, так и ушел. Я забрал. Все, запаркишь, быстрее поставить, быстрее уехать. Тут в прошлом году весной вот этот коротенький провод, оказывается, здесь оставил. С той зарядкой-то. Хорошо. Я и не помню, что я оставлял. Ну. Так. Повезло, короче. Везет. Ладно. О, этот нормально стояла. Вот это видишь, крышка в воду пускала. Вот лед. Сгнила, наверное. Посмотрим. Кидывать придется или что. Посмотрим. Может, что целое. Этот целый, видать. Не знаю, что. Не помню. Да, это сухари. Все нормально вроде. Тут, видишь, вода накапала. Вроде сверху накрывал что ли. Да, растительное масло замерзло. Так, ладно. Запарил лекарство. Блин, точно. Там все протухло, видать. Запарил лекарство. Не, ну все равно. Видишь как. Запас-то есть. Как-то по первости. Ну да. По первости. Лет больше 20 назад, наверное. Бочку бензина оставлял. И приехал. Вот пришел, короче, до этого. Ну да, до перевала, короче. Там на танке подбросили. Я там выгрузился. Палатку. Да, там палатка была. Поставил, то все. И пешком, короче, через перевал сюда пришел. Ну, бензина проверить. Вот стоит, не стоит. Это в октябре месяце. В октябре. Только снежок начал крапать. Я это. И смотрю, медведь, короче. Да, сороковка алюминием. Бидон был. Я в нее, короче, сложил. Идут. Это весной, когда уезжал, там и проволокой. Хорошенько примотал там дерево. Ну, прихожу. Там избушка вся разгромлена, блин. И этот бетон, короче, этот где-то метров на 50 с избушки утащил. Блин, думаю. А продукты-то я оттуда пешком шел-то. Ну, на всякий случай полбулки закинул. И банка тушенки. Да, банка тушенки вроде была. Ну, и я-то рассчитываю, что тут у меня еда-то есть, там крупа, то все, там муки, сколько-то сахара. Так прихожу, у меня в избушке только среди этого разгрома, короче, только эти нашел. Только чай, заварку, ага, и сигареты эти дешевые, примы тогда. И нашел, и все, больше ничего. Я прибрался, то все, 5-10. Ну, может, кто попадет, думаю. Это рябчик, там, глухарь. А на оружие у меня только СКС был. Одно только оружие таскал.
Все равно там поесть-то можно подстрелить. Хорошее ружье было. Опы. 203 номер у него было. Газпромхозовская. Ну и давай тут шариться, короче. Собаки, 2 собаки у меня. Собакам-то что, мышкуют там. Вот тут этих-то до хрена было. Ну, много было этих сеноставок-то. Сеноставок-то мышкуют, короче. И у них-то, а вот когда нету ничего, короче, да, голодный, как назло ничего не попадается. Обычно так бывает. Да. Если ты запасом продуктов набрал, да, всегда попадает, кого-нибудь там подстрелишь, что-нибудь это. А тут как голодный, короче, ничего нету и ничего не попадается. И давай-то, сколько я, 4 дня шарился. Ага. Ну вот сейчас кого-нибудь это, вот сейчас кого-нибудь. А звери-то, собаками-то не подойдешь, эти как его, разгоняют и никого поставить не могут. И это, да. Короче, на 4-й день, не думаю, а тут самый Николай Иванович такой жил. Харитонов его фамилия была, километров 17 от меня. И я знаю, что у него там в избушке на эта бочка тоже с продуктами стоит. Ладно, думаю, схожу до туда, до старика, думаю. Ага. Но он-то еще не заехал. Вот тут-то, видишь, какая ситуационная этика. И пошел до него пешком. И вот эти 17 километров, короче, 12 часов шел. Вот до того, оказывается, выматываешься. И тогда ты еще молодой был, худой. Запаса, как сейчас, видать, нет. Это. Сейчас у меня живот самое объемное место туловища, как говорится, да. Вот. А тут это 12 часов, ну, худющий был, как этот. Я школу заканчивал сколько? 42 килограмма весил, а школу заканчивал, 83. Нет, девчонки завидовали, он говорит, талия у тебя такая, говорит, худющая. Батя смеялся, как это, с этого, с улицы заходит, говорит, когда коневодами, этим табунщиком, потом кадровым, с улицы заходят, говорит, толсто одетых богатырей, заходят, как начнут раздеваться, как ощипанные черки, говорит, становятся. И, видать, запаса-то не было. И выбился из сил конкретно. Вот 17 километров, 12 часов. А так-то это самое, ну, в среднем. Ну, ладно, по лесу, там, без дорог, по тропинкам, по маре, там, и так далее. Но все равно там час, 2-3 километра должен давать. 3-4 по хорошей дороге, все 7 можно было так. Тогда ты бегал-то хорошо. Это сейчас там суставы-то. Вот до чего, оказывается, доходит. И после этого постоянно нас Даркян сколотил 4 метра. Как бы не упасть от тыла. Надо это менять лестницу. 20 лет с лишним даже у меня стоит эта лестница. Менять надо нынче. Что-то сейчас забирался. Видать, и весу прибавилось. Сгнивает же все равно. Дерево-то стареет. Надо менять, что-нибудь воткнуть оттуда сверху. Беда будет. Такие вот дела. После этого я начал тут продукты оставлять, начал хорошо. И в избушке, главное, хорошо прибраться. Ну, все жалуются. Медведи. Может, какой-нибудь такой отмороженный придет. Но это пока уже сколько лет не трогают. Как понял, что к чему-то. Сами же виноваты. Получаемся. Вот. Такие в яме посреди избушки. Вывернутая печка. Вот. Перед отъездом накидал там остатки продукта со стола. Видать, не догорели. Растительное масло было. Видать, ее самолет прокусил, она вылила в землю. Он ее облизывал, запах идет и копал. Да, ну молоко эти отогрелись. Да, но главное эти не перепить, да? Боюсь я их. Так.
Надо бы до стояка довести. Ну когда еще это не доедет? Ладно, разберемся. Так. Супа. Суп-болтушка. Самая кондиция стал. Хороший. Суп-то с этого жирной говядины-то. Хороший. Бульон. На нем болтушка. Самый раз будет. Так, запарилась, нет? Полстаканчика. Лекарство. Кашей замучил. Ладно. Так, пока бензин пойду посмотрю. А не сильно много сожрала. Хорошо, что верхний сосед. Ну, до сюда проскакивал по кругу. Ну, у него там круг получается через пока проскакивал по его следам. Считай, почти добрался эту сторону только бить. Пришлось на пробил. Груженый тяжело идет, надо нафту отцеплять не понадобилось. Надо этими днями пользоваться. Снег такой, ну это который лыжи более-менее нормально держит, сильно не проваливаться. Снег крепкий, а снегоход-то вообще поверху идет. Хорошо. Без натуги. Не то, что в прошлом году. В прошлом году замучился, да? Что завозил сюда бензин и весь жук. Нынче-то легче должно быть. Меньше. А видишь, так, эти облачные дни-то нападает еще. Он все равно догонит. И до этого, не откладывая, надо путики ложить да ложить. Вот так вот день у меня и проходит, да? Но сегодня-то маленько расслабончика. Что-то зачем гоняться-то? Вчера, позавчера нагруженные дни были. Да. Старый ленивый становлюсь. А зачем надрываться, да? Так, лед еще надо занести, растопить. Полбетона тоже есть. Питьевой. Ладно, технические нужды, как говорится, снегу. Топлю в ведре большом. 15-литровом. Хорошо доехал. Бывало хуже, тяжелее ехать. Один капкан по дороге поставил. Вот там вверху, я думал, двое их, что ли. А тут вроде бы 4 их. Ну, разберусь еще, подметенные следы-то. Видишь, почти что до избушки там. Тут заяц жил, да? Этого зайца гонял. Или гоняли. Там чуть подальше тоже следы есть. Но сейчас по этой стороне поеду, а посмотрю, что они там. Что они там. В таких местах размножаются. Ну, до этого вот охотники мало доезжают. В глухих местах размножаются. К 3-4 годам становятся сильнее, быстрее. Мир повидать им охота. Ну, у них это образ жизни такой. И начинают центральные районы атаковать. Лошадей давят. До них, до сельскохозяйственных районов добираются и начинают это. И после этого рев стоит. Вот. Наших оленей, например, так
уже и передавились. В других местах на них не обращали внимания. Как раньше облетов вертолетом не было. Это 90-х-то все закончилось. И после этого они начали. И такая же фигня сейчас в центральных районах происходит. В таких местах размножаются, да? В силу входят и давай там. Как набеги. Как набеги делают. Так что как бы стратегия предков. Надо войны хотят, да. А раз хотишь войны, ты ее получишь, типа, в этом смысле. Ее принесут тебе домой. Вот так вот с ними надо бороться. По-другому уже никак. По-другому уже никак. Если хочешь сельскохозяйственных животных держать, только так. Они все равно придут. У них-то пути дороги, возможностей много же. Идти могут за сутки 80 с лишним километров дают. Так вот. Да хоть до куда-то берут. Да хоть на соседнюю область идут. Так, ну ладно. Как говорится, поболтали, поели болтушки. Да и ладно, надо тоже дальше делами заниматься. Их тут не пароварят. Особо впечатлительных, как говорится, убрать с экрана. Давайте.